다른데 통만들이야 아주 대재미 지주 Итак, прежде всего, 베베다 я 아주 хочу вас всех тепло поприветствовать. 개놓게 신년 나바당 주문 나바 통로래야 섬주셔도 접지도 나다는 신 아주다 가르쳐다 잘람 Я 주니스 приветствую всех 여러분의 성로래야 кемпу, лабенов, 자시베기 всех монахинь и монахов, которые участвуют в этих учениях, а также всех 다른데야 тех, кто 까마도 слушает все эти 우리지요 учения 미규도시 по всему 까마다 миру по интернету. Я приветствую вас 리제모 всех. 다 슈베카스 파파 인두스 다디나 남다 리제모 Сегодня, в 나로네 третий день наших весенних 아네 учений Арьякшамы, я хочу 다 리제 посвятить рассмотрению 리제 23, 예수바다 리제 двадцать 예시바다 четвертого и 리제 двадцать 양아바다 пятого благого 송야 송야 деяния 삼차야소 из 다 디라 автобиографического 상게 восхваления 베주근 세베 남타르게 благие 덴데기 деяния восьмого 삼체라 Кармапы 자바게 Микюдоржа. Если мы 리제 взглянем на структурное содержание, то мы сейчас изучаем основную часть биографии, 다 которая, в свою очередь, 삼세베 разделяется 덴데기 на 짱 введение как пути 좋아하세요 в Дharму 다디 и основная 그거 часть, как он 침배기 практиковал пути трех 랑투 индивидов. 풍념서 들으시게 Пути трех индивидов– 다 это путь 되라야 индивида 다세 малых 영어 способностей, 숨게 средних и высших способностей. 전부디 사바 Мы 전주도 сейчас 제주 니바디 대화 전주도 изучаем 제주 пути 안에 индивида 숨바디 высших 대다가 남다르게 способностей. 쓰시제 다 Это, в свою 숨게 очередь, 다 разделено на три 디나로네 части. 컵스 마바디 Намерение, зарождение бодхичитты, 제제 действие, 숨바 созерцание двух 디다가 типов 남발로 бодхичитты и как 룹세세 он упражнялся в предписании двух типов бодхичитты. Мы сейчас 다 изучаем эту 롤라발 третью часть, как он 룹주 упражнялся в 샤텔야 предписании 안드랑세게 двух 된세 типов 안세 бодхичитты. 된세민도 И это, в 류세세 свою очередь, разделяется на 7 다디도 частей, 리레이션도 슈모가체 как он 딘세 упражнялся в 6 디게베 парамитах, 나로네 как он 다 упражнялся в очищении своего 전부디 퍼진 естества, 줄라 как он 럽스티사 упражнялся в 다 практиках 퍼진 줄라 бодхисаттвы, как он 럽스티데라야 поступал в соответствии 세 со 다 временем и 여와 투스 местом, 용거바 как 투스 он 투예베기 поступал в 세 여와 плодотворных и 투스 용거바 бесполезных ситуациях, как он обрел два 다 блага в силу 디나로네 преданности и как 6 типов ясновидения помогли ему принести благо другим. Таковы эти 6 가르쳐다 частей 나세 третьей 여와 투스 части, как он 따면서 숨게 упражнялся в 하나마도 영어바 предписании двух типов 이 치료기 бодхичитты. 버르듯이 И 치료기 из 버르듯이 этих 다기 대담스럽게 디 частей 쉐베시 мы с вами 숨 рассматриваем первую, 난다라 얀다데 как 다 он 퍼진 투스 упражнялся в 베기 6 퍼진 парамитах. 투스 베까블이야 퍼진 Это 투그 나도 стихи с 가버디 22 по 침베베시 26. 데 가상 Мы с вами 투스시 рассмотрели в 용기 прошлый 투스시 раз первую 다 парамиту, 되니 парамиту 네 щедрости, 고조데 что 슈아데 이 посвящено, 수rim기 что 퍼진 чему 임베시 посвящен 슈아데서 стих 22. И сегодня мы с вами 다 продолжим с 수림기 퍼진 рассмотрения 될이야 парамиты дисциплины, 수림기 퍼진 23 룹세텔이야 строфы. 아니 И 저시디디 сейчас взгляните на 23 지소라 строфу. 샤와 Она 탐제기 гласит: 조상기 чтобы все 유루세 деяния, такие как 개외 подношения и 남수 상류 даяния, 남내창 стали причиной 상계 для 숨기 совершенного 숨기 튀면지 просветления, их 내안다기 необходимо 세계기 направлять по пути 수아리야 совершенной благой природы. Я поступал в соответствии с предписаниями, которым учил Будда. И это также я считаю одним из своих благих 다들 деяний. 인도산에 다들 퍼진 죽은 안에 수림기 라발라베기 지제 차대 요래 리제 숨주 수숨 예배 나눠내다 검들이야다 리제 Итак, в этой строфе, как вы 수숨바 видите, 리제 говорится 수숨바 차대 о 요라 парамите дисциплине, парамите дисциплины. 뭐야 Практика запредельной 다 дисциплины является 미규도 지기 23-м 너무 благим 나눠라야 деянием, 미규도 как 남달라라베 эти 티 33 시야지 благих 되지 деяния изложены в этом 땅엘리아 디나네 가르마 숨샤베기 восхвалении. 니든 제여기 니즈 И 가르침 샤베다 в, 야삼차야서 как я уже говорил, в собрании, в собрании работ трудов Микки-доржи есть текст под названием инструкция, либо наставление о том, как упражняться в слушании истории освобождения. И мы сначала взглянем, что в этом трактате говорится по этому поводу.
다리 냉가르부터 가르스나 다 가상고만 쉬는 신기 И 집에 자와르 큐바 쉬는 저것도 야매는 если мы 다가 взглянем, если мы рассмотрим главное, о чем говорится в этой строфе, то главные проблемы, либо главные причины, которые вызывают проблемы и трудности, это наша привязанность к тому, что мы имеем, к своему имуществу, к своему статусу, положению и так далее. Если мы будем свободны от этой привязанности к материальным вещам и не будем считать их тем, что принадлежит мне, не является моим, и тогда в результате мы не будем зарождать омраченные реакции, такие как, к примеру, жадность по отношению к тому, что мы хотим получить. И также мы не будем зарождать гнев, если мы не можем получить то, чего мы хотим, либо когда мы теряем то, что нам нравится. И, и все эти омрачения, которые как раз и возникают в силу запутанности по поводу вещей, они приводят к нарушениям благого поведения, либо дисциплины. И несмотря на то, что мы стараемся принести благо другим, и даже если мы стремимся к тому, чтобы принести благо на уровне тела, а также на уровне ума себе и другим, мы, в отличие от Будды Бодхисаттв, которые полностью владеют мастерством и контролируют свои поступки, мы не можем организовать свое поведение, свою жизнь таким образом, чтобы это приносило благо. И поэтому нам следует понять, что нам следует уменьшить свою фиксацию на материальных вещах и отбросить цепляние за них, как я и мое. И тогда дисциплина бодхисаттв, отречение от неблагих поступков и дисциплина совершения благих поступков будет совершена. Именно об этом говорится в этих наставлениях, тренировке в слушании, история освобождения. Теперь давайте взглянем, что об этом говорится в комментарии Сангья Палдрупа о смысле этого благого деяния, этой строфы. В этом тексте говорится, что многие люди притворяются, что посвящают всю свою жизнь для того, чтобы накопить корни добродетели. Например, таким, как это излагается в учениях сутры и тантры. Но на самом деле они не способны поступать в соответствии с этими учениями. И вместо того, чтобы поступать в соответствии с ними, они поступают и ведут себя таким образом, что противоречит этим учениям, противоречит дхарме. И они говорят, что причина, по которой они так не поступают, они так поступают в том, что они не способны, способны поступать иначе. То есть у них нет способности практиковать учение в соответствии с учениями, и поэтому они противоречат учениям. И при этом они используют различные оправдания для себя. Вы знаете, есть 3 типа обетов. Низшие обеты, обеты индивидуального освобождения, затем обеты бодхисаттвы и самаи ваджраяны.
И что же говорят такие люди? Они говорят, что в этом случае необходимо обращать внимание на качество высших обетов, и высшие обеты являются более важными, чем низшие обеты. То есть они нарушают обеты индивидуального освобождения и обеты бодхисаттвы, оправдывая это тем, что они придерживаются самой ваджраяны. И, и они совершают много нарушений предписаний колесницы, основы Шравакаяны, а также Махаяны. И они нарушают дисциплину и нарушают три типа обетов. И это объясняется конфликтом между обетами. Если есть такой конфликт между обетами, то верховную силу имеют обеты Ваджраяны. И они это используют как объяснение, как оправдание нарушения низших обетов. И это представляется как некий конфликт, как некая дилемма выбора, когда нам необходимо выбирать между обетами, и мы выбираем высшие обеты, как будто высшие обеты противоречат низшим обетам, и есть некий конфликт между ними. Это все непонимание. В результате такого неверного понимания, ошибочного понимания, такие индивиды вовлекаются в поведение, которое разрушает их, приводит к неблагому созреванию. Так в том, что касается практики трех обетов, это очень важно для всех нас. И в особенности это важно для тех, кто следует по традиции тибетского буддизма. Почему? Потому что традиция тибетского буддизма отличается от других традиций тем, что мы утверждаем, что мы практикуем одновременно колесницу основы Махаяна сутры и Махаяна тантры, то есть Ваджраяну. И все это сочетается, все это соединяется. Тогда же возникает вопрос, а как же на уровне индивида можно одновременно хранить все эти три категории обетов, что следует делать, от чего следует отказываться. И именно поэтому многие великие мастера прошлого, а также многие ученые прошлого, они прилагали много усилий объяснению трех обетов, трех типов обетов. К примеру, Сакья Пандита написал известный трактат по разъяснению трех обетов. Также Нари Панчен известен таким сочинением. Гелук Панчен Лама написал текст о трех обетах. И в традиции Кагью мы также считаем очень важным. Например, в традиции Таклунг Кагью есть важный трактат, посвященный трем обетам, и это считается важной особенностью Таклунг Кагью. И в том, что касается карма Камсанга, есть тексты, посвященные, есть много трактатов, посвященных разъяснению трех типов обетов. И когда мы изучаем эти три обета, мы видим, что мастера прошлого считали эти обеты очень важными. И разъяснение их заключается в том, в чем заключается сама суть трех обетов, в чем они отличаются. И эти обеты могут разъясняться по-разному в разных традициях. Поэтому так важно обращать на это внимание. И это особенно важно, как я уже отметил, в тибетском буддизме. Почему? Потому что
Мы говорим, что 균부를 파 따살해서 그렇다. 파 в 따살해서 нашей 그거 практике 지나나는 제게 соединяются 좀 три 이제 обеты, 균부 три 용어들이 типа обедов. 난가 При 기지 этом главная 산산에서 말이다. практика основывается 난가 на 이와 обетах 도토스 ваджраяны. 진자에 대해서 И 근데 용어도 если мы 근데 взглянем 제주기 на эту 땡기 내가 практику со стороны, 소수의 야부하 то 뭐 может 이나 내가 показаться, что есть 텔레야지 가서 какие-то 아 конфликты, различия между 록도 типами 제야도 обедов. 안지 Поэтому так 랑도 важно 치지 разобраться 제야 в них. 제주기인가 요 Если мы не 제주기란 понимаем саму 예수로 суть, заключающуюся в этих категориях обедов, то мы можем зародить неверное понимание, мы можем также зародить 아 제주기 ложные 유도 воззрения, 여버지 참이나 и в 공부가 말이야 результате 나 будем 고랑도 принимать 로마 неверные 티밍기 решения 미완의 касательно 중에게 того, что нам 랑도 следует принимать 숭통기 и от чего нам 뉴에기 следует 땜베기 쿠르티 팅기 отказываться. 랍세티 줄라야 아니 И 뉴완의 중에게 랍세티 줄 Микки 랍세티 Дорджи, 예스 в свою 나야 очередь, 로마 카시 전주 셈베기 땜베기 쿠르티 통기 и, 전주 셈베기 도바 숭통기 된데 예비나 он 예술이야 전주 был 셈베기 내내 чистым 중에게 практики Винаи, 랍세티 줄라 и 로버트 예스 поэтому тем ученикам, 야 로마 которые 내가 대바 основывали свою 카시엘이야 практику 아니 디바 именно на 침베기 상마 практике 도지 Винаи, 팅기 땜베 чистой 쿠르티 монашеской 팅기 되줄이야 дисциплине, таким 아니 ученикам 상아기 таких 아 учеников он 뉴게 учил 중기 практике 지나라는 Винаи. 중에게 아니 Учеников, 상아가 которые 쥐발래 имели 로버트 склонность к практике 니는 로마라 Махаяны и 지 были способны нести 유자라라 бремя обетов 올라라랑기 Бодхисаттвы, 지 왕부 он 누비다 учил обетам 아니 지 Бодхисаттвы, 썩겹 지중에 тогда 써마르다 고랑도 как 수행기 тем 잡이 ученикам, 지중도 которые были 아니 지 способны 소수의 практиковать 류네 Тантраяну 땡부 쌍이 и были способны соблюдать 되지 Самая 그다가 Ваджраяны, 첩이게 таких учеников 빵랑기네 он учил Ваджраяне. 아 То есть 페나시 каждого 랑바오게 он учил 맞다 в соответствии 소소로 с их 능거래 마도되게 способностями 야 и с 페나 уровнем накопленной добродетели, 디버 침비기 и 전주 согласно 세베기 тому, 버송 какое 미니베지래 противоядие 전주 наиболее 세베기 뭐 땜이 соответствовало 사천벌의 их 제게야 омрачениям. 벌어야지 전주 세베기 Именно в 뭐 соответствии с 송통해야 этим 된다 Микьё Доржи 나한테 учил 쌍아기 их 러브도 чему, 숭 что следует 미니베지야 делать и 쌍아한테 чего 사천벌 следует 개천벌 니 избегать. 그런 걸 И 두고래 он 제제 나한테 никогда не 제게래 류 учил 미니베지야 тех 봐 существ, 류 которые 땜베기 были 쿠르셈 не способны нести 꿈을 주니 бремя обета Бодхисаттвы. Он 공부 никогда не 나산에 заставлял их 남산에 принимать обет 또한테 Бодхисаттвы. 지지야 Он никогда не навязывал это, он никогда не 아마 говорил им, 저아지 не настаивал, 아마 что 오래 обеты 미누게기 Бодхисаттвы такие 첩이 важны, 미지기 необходимо принимать 썩겹 обеты 침베 Бодхисаттвы. 줘봐야 И 아니 갈리 это 갈리 свидетельствует о 부기 том, что Микки Доржи 칼라치 относился ко всем 시부리게 다도 существам как 제 любящая 랑도 제 мать, 로마 소로디 с 레스 아니 терпением. 누마드 이 갈리 제제 Мать очень искусна 제제 в 지줄래 воспитании своих детей и 하고 обладает 시작이나 большим терпением, поскольку 하고 시작이 мать 해봐지 знает, что ребенок меняется в соответствии со своим возрастом и способностями. Сначала это лишь младенец, 지 который не 마네스로 제게 способен есть 아니 ничего, 세 кроме 제제 아니 молока 갈리 матери. 아니 Поэтому 뉴게바지 если такому младенцу 사 дать 미겐 какую-то твердую 아주 пищу, 미겐바 주사마게 то это может привести к его 클라베 смерти. 제제 드시러봐 마도지 Поэтому 모두에게 все, что 가다 может есть 미겐바 주사 младенец, это 클라베 부 молоко. 대접이나 Затем 아니 постепенно ему начинают 부 먼저 давать 먼저 какую-то 주제 жидкую пищу. 양거 И затем 인간에 постепенно такой 얘는 ребенок 지제세 дорастает до 아니 로네게 способности 유지다 땡게 вкушать 관리 есть пищу 가서에 взрослого человека. 롭지나다 И если кормить ребенка 남나라기 неправильно, 미게베스 то он не сможет переварить эту пищу, и 다나시 это 다 будет вредно 소장아 или 숨베 даже 도바 смертельно 숭땡기 내줘 для 버티소리야 его 난 здоровья. 카시에다 소장아 Именно 숨베 아니 поэтому 숭가지 точно так же 숭땡기야 Микки-доржи учил 숭땡기 내줘 учеников в 버티소리야 соответствии с их способностями. Он давал 지시 им лишь то, что 란소기 они 나와 были способны 주로 воспринять, переварить 주모뉴 버티시도 и 아니 использовать на 동바 오마다 практике. 계획이 쥐어봐 К примеру, если 쟤도 주고만 он встречался с 가져다 практикующими, 소장아 숨 도바 예버지 라바르토 벤 которые 도바 고마 써마르다 были 동숭구 나와다 도바 способны 고마 одновременно 누비사 아 держать 도바 обеты 제 индивидуального 균형이 освобождения, 가서 обеты 들려야 бодхисаттвы 아니 и 지시 обеты тантраяны, 소수에게 딱 가셔야지 то 랑싱 он 균형도 научил 봐 их в 맞지 соответствии с 도바 개발지 맞지 этому 균형하게 уровню. 맞아 디시도 아니 Если 도바 нет, то 오마단 계획이 он 쥐어봐 никогда не 다다 учил 소수 도바 обетам 고마를 내버려 다 도바 тантраяны 오마단 и 계획이 베시베네 교회야 말에 도바 взращивал их 고메기 유지 понимание и 시내도 восприятие 베시아로 до того 된대기 момента, когда они 그지 매버지 обретали 아다 소수에게 способность 톱세르디
держать эти обеты. Кроме того, это касается не только обетов, но также действий и практик, которые соответствуют тому либо иному уровню практикующих. Говорится, что Микки Доржи не позволял индивидам, которые были не способны вовлекаться в практики высших индивидов, совершать такие практики. То есть он не позволял индивидам нарушать обеты, оправдывая этим стремление помогать другим. Поскольку кто-то может представлять, что он помогает другим, и на самом деле делать ничего другого, как вредить им. И это очень ясно свидетельствует из наставления Микки-доржи, что не позволено использовать свои намерения, даже если это благие намерения, в отсутствии необходимой способности и опыта для того, чтобы вместо того, чтобы приносить благо другим, вредить другим. И, и, то есть это то есть различается, есть разный уровень существ, начинающих, уровень практикующих йогинов, уровень ситх и уровень Будд, говорил он. И практики, практики низших ступеней, низших стадий должны вовлекаться в поведение высших, поскольку это станет препятствием на пути. И для того, чтобы быть способным вовлекаться в практики йогин, необходимо обрести познание йогина. И йогин не может вовлекаться в практики уровня ситхи. Почему? Потому что для того, чтобы вовлекаться в поведение и практика ситхи, необходимо сначала достичь эти качества освобождения и всеведения на уровне ситхи, и лишь затем можно вовлекаться в действия, которые делают ситха либо махаситха. И практики высшего уровня поведения могут стать препятствием для практик низших типов пути, если применять эти практики неправильно. Поэтому, если притворяться, что кто-то вовлекается в практики высшего пути, при этом все, что такой практикующий делает, он лишь нарушает низшие категории обетов и вредит себе и другим. Почему? Потому что этот путь, который он пытается практиковать, не соответствует его естеству, его опыту, его реализации. Именно поэтому Микки-доржи учил этому других, и он был очень искусным в разъяснении этого. И, и он говорит, что нет никакого смысла утверждать, что я делаю что-то, если на самом деле мы не способны этого делать, если у нас отсутствует понимание чего-то, не нужно притворяться, что мы можем это практиковать. И поскольку таким образом мы никак не сможем держать обеты в чистоте, и мы не сможем достичь результата с помощью этой практики. Почему? Потому что практика, которая включает много нарушений, это создает негативные причины в этой жизни. Также это создает кармические отпечатки и привычные тенденции, которые будут препятствовать нашей практике и в будущих жизнях. Поэтому это совершенно бессмысленно. Для того, чтобы следовать по пути успешным образом, необходимо следовать стадиям пути, понимать собственный уровень и практиковать в соответствии с этим уровнем. И поэтому Микки даже всегда наставлял существ с большой любовью, и тот способ, которым он учил, был безошибочным.
Он всегда учил в соответствии с уровнем того либо другого индивида. И причины, почему он так поступал, что а, заключается в том, что лишь это может принести благо. И великие существа, когда они смотрят на вещи, когда они познают что-либо, то они с совершенной очевидностью видят, что можно достичь, каким образом, что является благоприятным для себя и других. К примеру, что всегда благоприятно — это отказаться от причинения вреда себе и другим. Это безошибочно. В любом ситуации, если мы отказываемся от причинения вреда себе и другим, это всегда добродетельно. Это поможет нам со всей определенностью. И великие существа понимают это на основе своего опыта. Если мы отказываемся от причинения вреда другим, вместо этого прилагаем усилия к принесению блага другим, то это принесет нам добро, это принесет нам благо. И, и поскольку великие существа обладают убежденностью в этом, это то, чему они учат. Они делятся этим опытом. У них нет другого выбора, кроме как наставлять существ истинному пути. И они не могут учить существ тому, что ошибочно, поскольку сами обладают убежденностью в том, что является истинным. Поэтому великие существа не учат неверному пути, либо не учат верному пути ошибочно. Это просто невозможно. И кроме того, они никогда не могут обмануть кого-то. Почему? Потому что для того, чтобы обмануть кого-то, они должны нарушить этот принцип непричинения вреда другим, принцип принесения блага другим, поскольку они полностью отказались от причинения вреда другим, они не могут обманывать других. Все, к чему они стремятся, это принести благо и привести существ к умиротворению и счастью. Именно поэтому все, чему учил Микьюдоржи, было истинным. Он никогда не заботился о каких-то мирских достижениях, не было мирских целей. И это сильно отличается от того, как обычно поступают обычные мирские люди. Почему? Потому что обычные люди, мы всегда обладаем такой двойственностью, притворством. Когда нас видят другие, мы поступаемся поступать правильно, поскольку другие видят это. Когда же никто на нас не смотрит, мы поступаем по-другому. Микки Дорджи был свободен от такого притворства. Не было никакой разницы между тем, как он вел себя, когда его видели другие, как он вел себя в одиночестве. Даже когда его окружали 100 людей, и когда он был один, его поведение ничем не отличалось. То, как он использовал свое тело, речь, ум, в этом не было никакого отличия. И он никогда не было никакой разницы, относился ли он к людям хорошо или плохо. Кто эти люди ни были, была ли у него с ними благая связь, либо неблагая связь, обладали ли они каким-то значением, статусом или нет, были ли они друзьями или врагами, как хорошо он к ним относился, либо как они ему не нравились. Не было никакой разницы. Он всегда был очень открытым со всеми. Ему было нечего скрывать. И поскольку ему не было что скрывать, ему не было никакой причины дискриминировать, различать людей.
нет никакой манипуляции. Когда мы относимся лучше к тем, кто нам нравится, мы относимся к хуже тем, кто нам не нравится, те, в ком мы заинтересованы, мы относимся лучше к тем, в ком, кто нам безразличен, мы относимся хуже. Все это никаким образом не касалось поведения Микки Доржи. Он никогда не менял то, как он себя ведет с помощью тела. Также он не было никакой разницы в его вербальном поведении. Он всегда говорил о том одном и том же, и он всегда открыто, прямо говорил то, что хотел сказать. И, и поэтому, когда кто-то приходил встретиться с Микки Доржи, он всегда прямо говорил обо всем. Он говорил обо всем прямо, честно. Именно поэтому и другие люди, им не нужно было волноваться о том, что они как-то обидят его, скажут что-то неподходящее. Именно поэтому по воспоминаниям и люди сразу видели разницу и зарождали доверие и веру в него. И сам по себе Микки Доржи также не скрывал ничего не скрывал. У нас у всех есть что-то, что мы хотим скрыть от других, то, что мы не хотим, чтобы о нас знали другие. Однако Микки Доржи не было ничего подобного. И Микки Доржи сам по себе, а, у него было мало омрачений, у него не было сильных омрачений, привязанности и гнева. Почему? Потому что он очень ясно видел все проявления как иллюзии, и поэтому его поведение было похоже на поведение ребенка. Детей редко волнует о том, как они выглядят со стороны, что они думают другие. Они поступают просто так, как поступают. И у детей редко есть сильно предвзятое отношение к другим и сильные суждения по, с- по отношению к другим. И подобный ребенку Микки Доржи относился ко всем искренне. Почему? Потому что он видел все явления как иллюзорные, и именно поэтому его поведение было свободно от любого притворства. Какой бы человек не приходил на встречу с ним, был ли это человек высокого положения, либо низкого положения, он никогда не проводил никакого развлечения между ними. Никто никогда не слышал от него каких-то различающих суждений. Именно поэтому у существ с легкостью зарождалась вера и доверие к Микки Доржи. И, 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 и иногда, и поэтому чем лучше люди узнавали его, тем было больше их веры и доверия к нему. По воспоминаниям, он сразу же говорил то, что думает. И даже если он видел человека в первый раз, он сразу же знал, что это за человек. И можно сказать, что он знал человека по первому впечатлению. И это впечатление было безошибочным. И чем больше его кто-то знал, тем а, чем больше было и веры и доверия к ним. И, и
поскольку он был способен от, недостатков, то не было никакого изменения, которые могли бы быть у людей, которые знали его лучше. И это говорится, что это свидетельствует о том, что в поведении, тело, речи и ума Микидоржи нечего было стыдиться. Именно поэтому ему было нечего скрывать. Поскольку если у нас есть какой-то недостаток, у нас есть какой-то ошибочный аспект поведения, это то, что мы стремимся скрывать. Это, это похоже на описание Будды, о котором говорит, что ему было нечего скрывать. Почему? Потому что он был совершенно свободен от недостатков. И это был таким особой чертой Микки Доржи. Ему не было о чем волноваться, ему было нечего скрывать. И он был совершенно прозрачным и неизменным по отношению ко всем. То есть другим не было нужды как-то опасаться чего-то, потому что он изменит свое отношение, либо обманет их. Если он видел что-то ошибочное в другом, то он напрямую указывал на эту ошибку для того, чтобы этот человек мог измениться и исправиться. И, и он обладал способностью показывать непосредственно, в чем заключается недостаток и в чем заключается благое качество. И почему он мог показывать другим, указывать другим на их ошибки и недостатки, поскольку он сам был свободен от таких ошибок и недостатков. Если человек полон сам недостатков и ошибок, а будет указывать другим на ошибки, то это будет лишь притворством. Это как об этом говорил друг Пакюнли. Некоторые люди говорят, учи нас Дharме. На это друг Пакюнли отвечал, я Он отвечал, если вы думаете, что учить Дharме легко, это не так. Для того, чтобы учить Дharме, учитель должен либо быть совершенно свободным от ошибок, либо иметь ошибки, но при этом обладать наглостью учить других. Это то, что говорил друг Пакюнли. То есть для того, чтобы учить Дharме, необходимо быть свободным от недостатков и обладать уверенностью в том, что мы сами освободили себя от недостатков и ошибок, и лишь тогда мы можем учить других. И если нет, то как мы можем учить других? Это лишь просто притворством и наглостью. И поэтому очень важно развивать собственные благие качества. И если мы будем относиться к этому с такой серьезностью, то это приведет к тому, что благие качества взрастут естественным образом. Это в обратном случае, если у нас много недостатков, много обращений, и при этом и мы учим других, как преодолеть эти ошибки, это абсолютно бесполезная деятельность, бесполезная активность. Она не приведет к благому плоду. И теперь давайте обратимся к тому, что мы уже с вами изучали
Шестое строфы восхваление, он тщательно искал, поскольку значение этого 23 стиха очень похоже по своему значению. Шестой строкой он тщательно искал, он не давал ни малейшего шанса обращениям и неблагим мыслям, и воздвиг плотины с противоядия на случай их возникновения. Никогда не оставляя благих путей добродетели, он был другом, приносящим благо. Ему молюсь. И смысл этой строфы разъясняется в шестой строфе, которая разъясняет в своем комментарии пятая Шамарва. Итак, он не давал ни малейшего шанса обращения неблагим мыслям и воздвиг плотины с противоядия на случай их возникновения. Возможно, слова этой строфы на тибетском немного сложно понять. То есть он не давал ни малейшего шанса обращения. Пример, гнев и прочее. У них не было шанса. Он воздвиг дамбу, либо плотину для таких негативностей с помощью любящей доброты и сострадания. В тибетском есть поговорка: до того, как начнется наводнение, необходимо построить плотину. Что означает, что когда наводнение уже началось, слишком поздно для того, чтобы строить плотину. Плотину необходимо строить до того, для того, чтобы предотвратить наводнение. И плотина в этом случае означает похоже, что он создавал препятствия для возникновения негативности с помощью любви и сострадания. И он никогда не отказывался, не оставлял благих путей добродетели. Это такое краткое значение этой строфы. Если же мы взглянем на него более детально, то это в трактате Пао Цуклак-Тренвы под названием «Пира для ученых» говорится, что любой поступок, который обусловлен мотивацией трех ядов гнева, привязанности и запутанности, становится негативным, абсолютно, совершенно неблагим. Потому что такой поступок, совершенный в силу негативной мотивации, он по своей природе является неблагим, негативным. И поэтому, если даже есть какие-то поступки, которые со стороны кажутся благими, если они не основываются на благой мотивации, то они противоречат дхарме. Даже если эта неблагая мотивация не явно проявлена, но тем не менее присутствует, то это не является истинной дхармой. Это такая псевдодхарма. Почему? Потому что дхарма — это, по крайней мере, то, что мы делаем ради благого плода в будущей жизни. Если мы даже не стремимся к благу в будущей жизни, а все, что мы делаем, лишь для обретения блага в этой жизни, то такая активность не является дхармой вовсе. Точно так же, если мы стремимся лишь к собственному благу, то это способствует низшей мотивации.
это не приведет к обретению полного и совершенного просветления. Это может лишь привести к достижению постижения архата. И все это составляет неблагие типы мотивации, либо низшие типы мотивации. Поэтому, когда в стихе мы видим, что он никогда не давал шанса неблагим мыслям, здесь имеется в виду все подобные типы недобродетели. То есть это недобродетель, стремление к счастью в этой жизни, а также это низшие устремления, такие как стремление к освобождению и счастью лишь для себя. И Микидо же никогда не позволял таким мыслям и устремлениям зародиться даже на мгновение. Это, это как в историях, что когда Бодхисаттва пребывает на заключительных стадиях пути и уже близок к достижению состояния Будды, то возникают различные препятствия, которые называются Марой. Это Мара, которая создает препятствия на пути к просветлению, и в уме Бодхисаттвы могут появиться какие-то негативные мысли, однако Бодхисаттвы полностью отрекаются от них и преодолевают их с помощью противоядия в тот момент, когда они возникают. То есть это похоже на то, что когда возникает негативная мысль, неблагое стремление, воздвигается плотина, которая не позволяет этой негативной мысли развиться. А такую плотину необходимо воздвигнуть до того, как придет наводнение, то есть до того, как возникнет поток неблагих мыслей. То есть в этом стихе говорится, что у Микки даже не было негативных мыслей, но если иногда они возникали, то он сразу же преграждал их путь с помощью такой плотины, которую он создал заранее с помощью любящей доброты и сострадания. И именно, именно поэтому у этих неблагих поступков а, завладеть им. Он никогда не оставлял благих путей добродетели. И именно поэтому он был другом, приносящим благо. И а, это означает, что таково было его естество. Он был в этом совершенно одинаковым. Это то, что называется совершенная равностность. Это не то, как кто-то держит подношение сандала в одной руке и топор, спрятанный в другой, как двойственное отношение. Мы одного пытаемся умастить сандаловым ароматным маслом, а другого пытаемся зарубить топором. Нет такого двойственного отношения. Это единство благого пути. Он был другом, приносящим благо для всех, без любых развлечений. И если бы кто пытается вас умастить с одной стороны, зарубить с другой, это не является благим другом. Это тот, на кого нам нельзя положиться. И в отличие от этого, Микидо всем своим естеством пытался помочь другим. И как бы другие не относились к нему в ответ, он всегда стремился принести им лишь благо. И на этом хороший момент для того, чтобы сделать перерыв. Так, перерыв полчаса.
그래서 다들네 Так, давайте продолжим. Следующая тема, согласно структурному содержанию, это практика терпения. Практика парамита терпения. Это стих 24, строфа 24. Строфа 24 гласит: в том, что касается причины и следствия слова Будды, легко практиковать в начале. Наблюдает большой смысл в конце, поскольку его практика не несет ни малейшего вреда и развал терпения к учениям Татагаты. И это также я считаю одним из своих благих деяний. Итак, о чем говорится об этом стихе, об этом строфе, если мы взглянем на наставление о тренировке в историях освобождения, то в этом трактате говорится, что если, как бы мы не старались помочь другим, сколько бы бодхисаттва не помогал другим, то мы никогда не должны ожидать никакого вознаграждения для себя, никакой благодарности, ничего в ответ, ничего тех людей, которым мы пытаемся помочь. Почему это важно не зарождать никакие ожидания, никакие надежды? Причина в том, что обычные существа, они являются омраченными, они отравлены омрачениями. Именно поэтому существа не способны понять, что на самом деле бодхисаттва пытается сделать, чтобы понять существо. Возможно, что они оценят это и скажут спасибо, но также возможно, что они не поймут ничего, и вместо того, чтобы поблагодарить, будут возмущены либо обижены. В этом нет ничего удивительного, потому что существа даже вредят себе. Что же ждать? Почему они не могут вредить кому-то другому? Тех, кого они так лелеют, их собственное тело, их собственный ум, этому они вредят. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что они вредят другим. Но несмотря на то, как реагируют эти существа, бодхисаттва должен продолжать помогать им, не зарождая никакого отвращения по отношению к такой реакции существ. И дело в том, и наоборот зарождать сострадание. Об этом следует размышлять. Таким образом, обычные существа с бесконечных времен вредят себе и другим. В результате они накапливают негативную карму и испытывают страдания. Именно поэтому вместо того, чтобы испытывать к ним гнев и отвращение, необходимо зарождать к ним сострадание. Чем более негативным являются поступки людей, тем больше сострадания к ним испытывают бодхисаттвы. Почему? Потому что такие негативные поступки — это очень большое бремя. Именно об этом говорится в трактате самого Микки Доржи «Наставление по тренировке в историях освобождения». А что же об этом говорит Сангья Палдруб в своем комментарии о смысле
этого деяния. 어느 중에 좀 В этом 말씀드리기 трактате говорится, что существа 질내 этого 과 времени упадка 닝줄로 거마체 니 привыкли 간래야다 닝망아도 к 닝모 негативности, 락바 아 привыкли к 다 딘데기 недобродетели. 뒤줄이 알레라 Это 인도산에 привыкание 그 뇽모 쇼심부 시부지 сложилось, 떼어로 начиная с безначальных 딘데 времен. 인도산에 И именно 디 поэтому 균산에 они 때네 두줄이 постоянно 자와 찜지 пребывают под 주버 이내야 влиянием 하는 상황로 омрачений. 아셔 И 에 все, что они достигают в результате, 랑도르 치질로 это 비제로 страдания 랑도베 самсары. 랑도르 양 타발라 죄아데 И 베게 тем не 하나 менее они 상샤샤요 называют это 때는 распространением 주줄이 учений 코에 된저 Будды. 주버 임발라 И 민나 상게 поскольку 템바 베게 유에시 они 내체네 딱 간다 ложно это воспринимают, все, что они 상게 испытывают в результате, 코에 된저로 주발라야 это 하는 상게 бесконечные 템바 베와 трудности. 임바로 롬니 세는 자도 딘데 임바 추니 딘데 И, 싱이야 망보여 다 딘데 то есть 된다래야 существа 딘데 랑도르 로버지 세는 자도 достигают 아나다디 лишь плода, 코에 된저로 주발라 상게 템바 임바 추 плода продолжения 양은 круговорота 상게 템바 самсары. 임바 추네 И несмотря на это, 텔레 они 까바도 멤버 시비 называют 겹 это 깔래 망보 시비 겹체 딱 강에 대해서 셔버체 распространением учений. 딱 강에 대해서 И 셔버체 인도산에 텔레야 아니 они 미즈 таким 가르로 가셔 образом 다 콤베 путают 가셔다 남바 самсару 자셴 보세는 с, 장도 민유리 с 수요금지 시월에 методом 콤베 상게 достижения 때문에 нирваны, 배야 된다래 깔래 распространением 빠도 매버지 буддийских 겹에 버셔 учений. 된데기 И 때가 преследуя 망고 эту 주요 ложную, ошибочную цель, они прилагают 네 столько 미규 учений, 도지 столько 도지 샤죠 усилий. 미규 И 도지기 когда 콜람 другие 제발람바드 существа 컨디시레스 смотрят на них, они думают: о, какой великий лама, 아 этот 미규 남기 человек 미규 도지 코랑 가르송바세 преодолевает столько 도지기 усилий 샤와 для 컨디지기네야 распространения учений. 담보 И 루야 таким 깔라송바 образом они восхваляют их. 치 다 Однако, что же, на 자와카시 что была 시 похожа 자와카시 активность 루이네야 Микидоржи? 대외긴 지부 아 시라메베 섬르베 Микидоржи 대외긴 지부 говорил, 계산 매바 대외긴 지부지 소수요 какой бы ни 삼바이지 была мирская активность, 미용어 체제 ее 강에 토네르 сложно 지도 주와 샤다르 체제 네 реализовать, 거두이네다 이제 갈로디네 сложно достичь какого-то результата в ней. И 다 даже 딘데 갈로나라 если 나시 мы 코웨기 덴저 можем ее реализовать, 거두지에베이네야 따디 지 то эти 동네기 덴저로야 результаты, которые 따간다 будут 지 обретены в результате, будут 미제 совсем 나시 제 자와카데 немногочисленны, и по 텔라테네 своей природе 베지 они будут 양보시시 ничем другим, 삼보지 как 임바지 страдания. 코고요레스 다 텔레 도데 상게기 И 때발라 샤도 주비아테 통타 파르송도 개와 통타 поскольку 파르송도 지 так происходит потому, что 삼부인바 самсара — 지 녜시 это страдание, 녜네 она является 아니 상게기 страданием по 최 причине, по 릉규르 своей 지 природе. 신규르 빼야 최 И поэтому 딘디도 любые 상게 устремления, 콜레 망보 самсарные 시겐지 стремления, 타나 они 꾸소르 콤베 주네야 приносят 콤 страдания в 쇠바데 начале, в 딘데기 середине и в 깔레 конце. 망보지 И 남겨와레스 именно в этом был убежден 대안배나 상계기 Микидожи. 계좌 주발래야 И в отличие от 셔바예로 таких 인도산에 콩라 стремления распространять 뇌와 찹세기로 учение 말했어 являются 강계기 благими в 계좌 주발라 начале, в 셔바예로 середине и 인디 в 디 конце. 균산을 때네 И 콩래야 대외 ради 대외 랑토도 распространения дармы 시행이 дарования, дармы других, 시행기 другим 동네야지 Микидожи 랑토 был 시에도 готов 있었다 преодолевать 멤버스는 다 любые 이제 трудности. 가수에 И, 개수로 비화했어 나는 목매기 계좌 и, 띠무매의 계좌 как 주발라 говорится, 쇠베 균산을 때네 он был 콩도 니리기 готов 랑다 람마인 베스는 терпеть 다도다 любые 세치와 трудности, а 토리기 также 덴바 угрозы для своей 주발래야다 жизни 세치와 ради 텐제네야 타르베 практики 콤바 дармы 빼야기 и 람 распространения дарования 양나와 дармы 가리 другим. 나는 И 람 나와 가리 поскольку 디기 он 야와디 세부 практиковал 체제는 내려라 терпение, 인두 디 균산을 он 때네 아니 никогда не привязывался 가수다 랑다 к, 람마인 베 남버 제바 킹겨와레 к 다나 제 чувственным 상계기 템베 удовольствиям. 뉴지 롱오마티 И, 뇽바이네 상계기 и 템베기 поэтому, 템방 오마 가리인 베 и 디기 также 뉴지 он 롱도 во всей 세난다도 다 совершенстве 디기 로초도 주베 뇽 осуществлял и 심베이네사 реализовал 디 корень 균산을 때네 добродетели, 상계기 템발라야 지 не 제바 жадности. 마와메 바뀌네 세난다도 상계기 И также, 템발라야 поскольку он 제바 полностью реализовал 쿠쿠바지 корень добродетели, не 튜규르 гнева, 튜르
в отсутствие гнева он принимал страдания существ на себя и уничтожал их, сжигал их. И поскольку он достиг терпения, обрел терпение в реализации корня добродетели незапутанности, он мог со всей ясностью различить, что не является путем к высшим состояниям, а также истинному освобождению всеведению. Те, кто не попробовали нектар учения Будды, даже те, кто никогда не пробовали нектар учения Будды, зарождали веру к нему, необратимую веру к нему. Это то, что говорится в комментарии Сангья Палдрупа. Это свидетельствует нам о том, что Микки Доржи очень серьезно относился к развлечению того, что должно, что не должно практиковать, что является дармой, а что не является дармой. И он всегда отвергал все недармические активности, так как будто бы они были грязью. И даже несмотря на то, что его окружение, его помощники говорили ему, и многие в его окружении высказывали свое мнение, стремясь помочь. К примеру, они говорили ему: «О, ваше святейшество, вы не знаете, как побеждать врагов, вы не знаете, как защищать своих друзей, вы не знаете, как накапливать богатство, и не знаете, как собирать последователей. Вы не думаете о том, кто вам служит, вы не знаете, как устранять проявление неблагого поведения в вашем окружении. Вы не делаете планов на будущее, и вы никогда не наказываете за прошлые негативные поступки. Это слишком, это чрезмерно. В результате этого, в конце концов, вы останетесь совсем один. Никто не будет вам помогать. Это то, о чем говорили карматы. И мы указывали на то, что он должен различать, кто относится к нему хорошо, кто относится к нему плохо. В результате поощрять такое хорошее поведение и наказывать за проявление негативности. Однако поведение Кармапы было без развлечения, не различая того, кто пытался служить чему-либо, тех, кто вредил ему. И, тем не менее, он никогда не обращал внимания на такие заявления, угрозы и предупреждения о том, что в будущем не будет кому вам служить, вы останетесь совсем один. Это не имело для него никакого смысла. Возможно, те, кто говорил об этом, они пытались быть почтительными. И есть свидетельство о том, что также не только в окружении Кармапы, но также приверженцы других школ говорили разные вещи о Кармапе. Это были выходцы из центрального Тибета, из Хама, Конго, других регионов. Они говорили, что даже у него нет никаких целей. У него нет дармических целей, у него нет мирских целей. То есть, по сути, что они имели в виду, что он ни к чему не стремится. Многие критиковали его таким образом и обвиняли его в этом.
Но Ники даже никогда не расстраивался по этому поводу, никогда не чувствовал обиды. Это похоже на то, когда кому-то, кто испытывает большую жажду, дает напиться воды, такой человек будет очень счастлив. Точно так же чувствовал себя на этом Микки даже говорил, если твои друзья радуются, а твои друзья плачут, это значит, что тебя исключили из рядов тех, кто трудится для блага этой жизни. Это знак того, что постижение дармы возрастает в твоем естестве. Это похоже на то, что учение подобно звездам, которые светят на рассвете. Возможно ли соединить существ с дармой? Именно это является свидетельством о том, что это возможно, говорил он. И он чувствовал глубокое удовлетворение, когда слышал подобную критику. То есть он говорил, что это свидетельствует о том, что он не заботится о целях этой жизни, и поэтому его это так радовало. Кратко, когда мы говорим о практике, мы часто говорим о марах, которые заграждают путь практики. Кто такие мары? Мары — это не просто какие-то злобные существа, которые закрывают от нас путь. Это препятствия, которые возникают на практике истинной дхармы. Эти препятствия могут возникать в обличии врагов, но они также могут проявляться в обличии друзей. Поэтому, как бы они ни проявлялись, не отрекаться от истинной дхармы, что бы ни происходило, как бы они ни пытались нас обмануть, либо угрожать нам, очень важно. Именно все это является знаками на пути, говорил он. Необходимо распознать их как препятствие, как мару. Это служит примером того, как никогда не следует отказываться от истинной дхармы. Что же делаем мы? Как только мы встречаемся с какими-то трудностями, мы сразу же теряем силы. Мы отказываемся от того, что мы намеревались сделать. Это означает, что мары побеждает, препятствия побеждают, и мы не можем достичь плода в том, в чем мы хотели. Однако, если сколько бы страданий мы не испытывали, какие бы трудности мы не встречали, и мы не отказываемся от дхармы, тогда, как бы это ни выглядело со стороны, вы являетесь тем, кто побеждает мары. Это то, что как раз и является примером такого терпения. Это терпение к испытанию страданий, причинению вреда. Все это проявляется, такое терпение проявляется таким образом. И сейчас давайте перейдем к следующему стиху.
Итак, 24-я строфа была посвящена практике терпения, и сейчас мы переходим к 25-й строфе, практике парамиды усердия. 25-я строфа гласит: «Зная, что обширных кай, а также глубокой дхармакая не достичь благодаря малому намерению и поведению на протяжении неисчислимых кальп с помощью тела и ума, я постоянно хранил обещание обрести кая благословенного. И это также я считаю одним из своих благих деяний». Когда мы трудимся на благо себя и других, когда мы прилагаем усилия к обретению состояния Будды, есть много явлений, которые могут навредить нам и другим. И нам необходимо преодолевать их. И если мы хотим достичь состояния Будды, необходимо принимать все то, что пытается нам навредить. Необходимо обладать терпением по отношению к ним. И если кто-то причиняет нам вред, и затем мы отвечаем гневом на гнев, тогда наше поведение превращается в негативное, поскольку вместо того, чтобы помогать существам, мы вредим им. Поэтому, поскольку если мы следуем по пути Бодхисаттвы, то все, к чему мы должны стремиться, это приносить благо другим и различать то, что следует принимать, и что следует отвергать. К примеру, 3 типа дисциплины. Дисциплина отказа от недобродетели, дисциплина практики добродетели и дисциплины обретения блага для других, создания блага, приношения блага другим, то в этом заключается практика дисциплины. Если мы отказываемся от какого-либо ее компонента, то мы не сможем обрести просветление. Именно поэтому бодхисаттвы следует с терпением относиться к тем существам, кто пытается причинить им вред. И если поскольку существа с безначальных времен совершают негативные поступки, и поэтому они привыкли к такой негативности. И именно поэтому, насколько бесконечное пространство, настолько бесконечное количество омраченных существ, которые вовлекаются в негативности, в поступки, вредящие себе и другим. Именно поэтому, чтобы принести им благо, нет конца активностям, деяниям Будды Бодхисаттвы. И для того, чтобы вовлекаться в такие бесконечные деяния, Бодхисаттва зарождает бесконечный энтузиазм. Они осознают, что количество существ бесконечно. И поэтому это устойчивость и смелость, с которой они обещают принести всем благо, также безгранично, также бесконечно. И это то, что похоже на огонь в конце Великой Кальпы. Это огонь, который сжигает все, приводит к полному разрушению мира и всех существ, которые его населяют. И
такой, подобно этому огню является усердие. Бодхисаттв — это огонь, который сжигает всю ленность. Если у нас нет такого огня, такого усердия, то мы будем лишь способны стремиться к временным удовольствиям, либо цепляться за мирские достижения, либо состояние умиротворения, и не сможем прилагать усилия для обретения совершенного состояния Будды. Как это объясняется в комментарии Сонгья Палдрупа. В этом тексте говорится: некоторые люди неверно понимают слова из тайной мантры Вajrayana, которая объясняет, как для того, чтобы достичь полное совершенное просветление, наделенные удачей, благой кармой и высшими способностями, достигают просветления за одну жизнь. Они думают, что это просто лишь слова. То есть здесь говорится, что они не понимают, что значит обретение просветления за одну жизнь. Они думают, это что у высшей колесницы мантры Вajrayana есть столько различных искусственных методов, что это освобождает нас от необходимости быть усердными и прилагать усилия. Это путь без усилий. То есть они цепляются за эти впечатляющие слова, которые описывают тайную мантру Вajrayana, путь без усилий. И они думают, что им нет необходимости прилагать усилия, что, пребывая в том, что называется состояние бездеяния, бездействия, они могут обрести просветление. И что такое состояние недеяния? Это состояние безграничного познания истинной природы вещей. Это обладание мудростью, которая непосредственно зрит истинную природу. Лишь пребывание в таком состоянии дает способность вершить деяния на благо других, не прилагая усилий, спонтанным образом. Например, Будды, пребывающие в постоянном распознавании истинной природы, они могут спонтанным образом беспрепятственно обращать колесо Дharмы для блага других. Это то, что называется недеянием. Однако это совершенное состояние, это совершенный плод, который обретается лишь с помощью приложения великого усердия, великих усилий. Для того, чтобы достичь такого плода, необходимо прилагать чрезмерные усилия, и просто усердие, великого усердия недостаточно. Необходимо постоянно прилагать такие усилия аж до обретения совершенного просветления. Если такие усилия не прилагаются постоянно, то состояние Будды никогда не будет обретено. То есть все, что необходимо приложить, что необходимо сделать, это прежде всего обрести состояние запредельной мудрости. И это требует усилий. И лишь когда состояние запредельной мудрости обретено, тогда обретается способность активности без усилий. Однако люди не понимают этого. Все, что они хотят, это заботиться о друзьях и борются с врагами. И когда им это все надоедает, то у них зарождается лишь немного отречения, немного желания освобождения. Это желание освобождения кажется просто усталостью. На несколько недель они могут отречься от мирской жизни и отправиться на несколько недель в ретрит.
которым посвящает себя практике. Однако это не является истинным отречением. И это не является истинным отречением. Почему? Потому что для того, чтобы прийти к этому, им нужно преодолеть столько различных норов, много различных врагов. Необходимо достичь, обрести столько различных вещей, которые они хотят. То есть, прежде всего, они пытаются, они гоняются за мирскими целями и при этом думают, что они стремятся достичь просветления, состояния Будды. И не понимая этого, а, другие люди, есть другие люди, у них ничего нет, и поэтому они, и при этом они не хотят ничего обретать, и поэтому они пребывают в бездействии и называют это йогической практикой. Это может быть истинной практикой, однако также это может быть просто ленностью, нежеланием вовлекаться в усилия для достижения плодов настоящей практики. Есть также и третья категория. Это люди, которые вообще ничего не понимают. Они не понимают, что следует принимать, что отвергать. Однако они слышали эти высказывания из высоких учений о том, что осознавание истинной природы — это и есть намерение всех Будд, это и есть ум всех Будд, в этом вся суть. И слыша это, они думают, что ничего не нужно, нужно просто пребывать без усилий, ничего не нужно делать, ничего не нужно стремиться. Это и есть состояние обретения, это и есть состояние постижения. Однако это часто является ошибочным пониманием. И то, как в отличие от этого практикованный Кьёдоржи, он учил тому, что необходимо быть усердным в практике. И усердие должно быть истинным. Это не должно быть притворством. Усердие не должно быть проявлением ленности. Немного усердия недостаточно. Это должно быть постоянное усердие. Возможно достичь просветления за короткий срок, однако для этого необходимо прилагать огромное бесконечное усердие. Для этого должны быть бесконечные причины. Это бесконечные причины, создающиеся практикой всех парамид. И главное, они должны быть украшены парамидой, мудростью, запредельной мудростью. Это все основывается на желании, устремлении бодхичитты привести всех существ к просветлению. Это все украшается любящей добротой и состраданием ко всем существам. И это устремление также является бесконечным, и это радость в практике бодхисаттвы, она безмерна, и она поддерживается аж до обретения просветления. Именно это и является причиной зарождения достижения состояния Будды. Почему? Потому что как обретается просветление? Это причина просветления — это накопление заслуги и мудрости. Именно накопление заслуги и мудрости обретается с помощью усилий. Если мы не прилагаем усилия к таким
в накоплении, тогда нет возможности достичь просветления. И это, это усердие, оно отличается от обычного усердия. Это то, что называется великая броня усердия. Это то, что является непоколебимым. Это то, что является необратимым. И говорим ли мы о практике судр, либо практике тантр, а, есть различия в описании количества времени, которое необходимо для обретения просветления. Однако, и когда мы смотрим на это с точки зрения мантры, тайной мантры Вajrayana, говорится, что люди низших способностей могут достичь просветления на протяжении 60 жизней. Это при условии, что они не нарушают обеты, обеты Самаи Вajrayana. Но 60 жизней не означает, что просто сидят и ничего не делают 60 жизней. Это если они практикуют на протяжении 60 жизней, усердно практикуют. Если они будут усердно практиковать на протяжении 60 жизней и не нарушать обеты, тогда за 60 жизней существа низших способностей достигнут просветления. Существа средних способностей могут достичь просветления за 16 жизней. Опять же, если будут усердно практиковать и не нарушать обеты. А существа высших способностей способны достичь просветления за одну жизнь. В сутрах Прагня Парамиты, к примеру, вообще в учениях сутры, это описывается по-другому. Говорится, что для того, чтобы достичь просветления, необходимо собирать заслугу на протяжении 3 бесконечных кальп. 3 бесконечные кальпы — это то время, которое отводится бодхисаттвам высших способностей. То есть это самый короткий период времени, который необходим для обретения просветления. Это бодхисаттвы высшей способности, тогда как бодхисаттвы средних способностей и низших способностей, им необходимо больше 37 кальп для того, чтобы достичь просветления. То есть бесконечное время занимает практика для обретения просветления. И поэтому сутры не говорят, что возможно достичь просветления прям завтра. Самое быстрое, самое скорое, когда такое просветление может быть обречено, это 3 бесконечных кальпы. Тогда как в тантре это одна жизнь. На протяжении одной жизни возможно достичь просветления. Это в том, что касается существ высшей способности, то однако, как это следует понимать? Это учение о достижении просветления за одну жизнь. Это касается существ, которые уже собрали все накопления на протяжении бесконечных предыдущих жизней. То есть они уже собирали заслугу и мудрость, бесконечные кальпы, и затем они накопили столько заслуги и мудрости, что в этой конкретной жизни им не следует прилагать усилия. Они могут достичь состояния Будды без каких-то особых усилий. Это не означает, что ничего не делая, на протяжении одной жизни они могут достичь просветления. Совсем нет. Они должны собрать все необходимые условия, причины и условия для этого в прошлой жизни. Без этого это невозможно. И именно поэтому так важно понимать учение верным образом. Без собрания накоплений невозможно достичь просветления за одну жизнь. Почему? Потому что такое существо высшей способности? Чтобы стать существом высшей способности, необходимо собрать бесконечную заслугу и мудрость. Необходимо собрать все причины и условия для этого.
А чтобы собрать все необходимые условия для этого, бесконечное количество жизней необходимо прилагать усилия для собрания заслуг и мудрости. Это очень важно понять. Нет, совершенно очень важно не понимать учение тантры неверно. Именно поэтому главный вывод, который мы можем сделать, это что обретение, просветление не является чем-то простым. Для этого необходимо накопить бесконечную заслугу и мудрость, необходимо очистить свои омрачения, и для этого необходимо прилагать великое усердие. Это усердие, необычное усердие, это великое усердие. Итак, следующий вопрос. Для того, чтобы достичь просветления, как следует практиковать усердие? Что следует делать? Для того, чтобы достичь просветления, необходимо развивать особое усердие. Каково может быть, как понять, что это за усердие? Мы можем проиллюстрировать это следующим образом. Представьте, что есть бесконечное количество учений Дharma, которые могут наполнить всю Вселенную. Вся Вселенная становится похожей на библиотеку Дharma. И вся Вселенная — это библиотека, наполненная учениями Дharma. Будете ли вы достаточно усердными, чтобы понять все слова и смыслы всех этих учений? Если даже у вас будет такое усердие, этого будет недостаточно самого по себе, чтобы достичь просветления. Другой пример. Представьте, что во всех 10 направлениях, во всех мирах пребывает бесконечное количество существ. И мы не можем даже вообразить себе, сколько существ пребывает во всех этих мирах. Поскольку мы не говорим лишь только об этом мире, об этой земле, на которой мы живем, но представьте 10 направлений, 10 сторон мира, 10 сторон света, во всех этих сторонах бесконечное количество миров, и в каждом из этих миров бесконечное количество существ. И мы устремляемся к следующему, что я принесу благо, приведу просветление всех этих бесконечных существ. Вот какое усердие необходимо зародить. Сравните это со своими деяниями в этой жизни. В этой жизни, возможно, вы сможете принести благо каким-то существам. Однако, в отличие от этого, энтузиазм, намерение бодхисаттвы я приведу к просветлению, я принесу благо всем бесконечным существам во всех бесконечных мирах. Это легко сказать, об этом легко говорить. Однако представьте, как это воплотить на самом деле. Стремление к этому, это истинное устремление, это не является просто словами. И просто обладать таким энтузиазмом устремления к этому самим по себе недостаточно. Мы говорим это как, представьте, бесконечную Вселенную, наполненную словами учений Дharma. Стремление прочитать каждое слово из этих учений, такое устремление, такое усердие само по себе недостаточно.
стремление должно быть до того, как все существа, бесконечные существа, будут освобождены из самсары. Нам необходимо обладать таким намерением продолжать совершать деяния бодхисаттвы. И поэтому, если мы взглянем на жизнь Микки-доржи, во время его жизни было много учений Дharмы и много различных школ, разъясняющих слова Будды, и столько различных трактатов. Однако Микки-доржи никогда не прекращал усилий достичь постижения всех этих бесконечных учений. И кроме и сколько бы существ он не встречал, он никогда не уставал помогать им. То есть его усердие никогда не уменьшалось. Все усилия он посвящал изучению Дharмы, распространению Дharмы, помощи существам. И это совсем не означает, что в его активности не было никаких препятствий. Было много различных препятствий, однако они никогда не останавливали его. Он никогда не ослаблял своего усердия. Это лишь пример, на котором мы можем учиться, мы можем принимать это как пример. Мы можем из этого черпать вдохновение и пытаться следовать его примеру. И очень сложно зародить такое устремление, такой энтузиазм с самого начала. Для того, чтобы иметь такое усердие, стремление, необходимо стать истинным бодхисаттвой. А стать бодхисаттвой это совсем нелегко. Бодхисаттва — это героическое существо. Что означает героическое существо? Это значит, что бодхисаттва отличается от обычных существ. Не каждый может быть героем. И почему бодхисаттва называются героями? Поскольку их усердие несравнимо с усердием других, точно так же их сострадание и любящая доброта несравнима с усилиями других. И поэтому так сложно достичь уровня бодхисаттвы. И когда мы говорим «нелегко», это не означает, что нам следует опустить руки и думать: «О, я обычный человек, я не могу достичь этого». Если вы думаете таким образом, это является проявлением ленности. Это третий тип ленности, когда мы сомневаемся в своих способностях, считаем, что мы не можем чего-то достичь, и поэтому даже не пытаемся совершить что-то, вовлечься во что-то. Поэтому следует распознавать это как проявление ленности и также при этом понимать, что все существа обладают природой Будды, что означает, что все существа без исключения обладают причиной обрести просветление. Поэтому все существа могут накопить заслугу и мудрость. Они могут очистить омрачения и негативные поступки. Они совершенно способны достичь состояния Будды. У нас есть шанс, у нас есть возможность достичь его. Но воспользуемся ли мы этой возможностью, зависит от нас. Если мы воспользуемся ей, станем Буддой. Если нет, то нет. Это зависит лишь от нас. Это похоже на обычный
мирские дела. Если кто-то прилагает усилия к достижению своей цели, такую цель можно достичь. К примеру, мы можем взглянуть на любую социальную активность и устремление. К примеру, борьба за права, например, борьба за права женщин. Раньше у монахинь не было возможности изучать философию, такой, как имели монахи. И они боролись за такую возможность, чтобы обрести такую возможность изучать философию. И если такая возможность появляется, необходимо прилагать усилия для того, чтобы достичь результата того, к чему мы стремимся. Если мы прилагаем усилия, тогда мы можем обрести все, чего мы хотим. Обретение состояния Будды точно такое же. Если мы прилагаем усилия, мы сможем его достичь. И давайте посвятим заслугу